Ой, там полный затор образовался. Сейчас придется спилить березу. Там уже поперек стоит все. Так, вода падает. Снова сантиметров почти 10 воды упало. Почти на 10 сантиметров. Так, ладно, сейчас я сперва разберусь вот этим. Ой. Глаза режет, блин. Глаза режет. Грубо говоря, 25 сантиметров. Уже вода упала 25. Ух, какой удар сейчас будет. Опа! Уп. Поперек встал и все. Мне надо вот это спилить, иначе удачи не видать. Сейчас повернет. Сейчас повернет. Опа. Уж говорил. Пойдет сейчас. О, очередной небольшой завал. Да, на самой остановке у меня. Сейчас пойдет он. Фух. Заторчик. Вон он, солонец, ребят. Вот соль. Ладно. Ложим сюда. В прошлом году подходили, в прошлом году. Не знаю, в этом году кто-то подойдет, нет. Следа вообще нету.
Следа вообще нет. Старое корыто. Даже показывал, как я это делал. Я в этом мало что понимаю. С крышей сделал, чтобы дождевая вода стороной шла. Осины нету у нас практически. Мало осин. В основном ель, береза. Вот, ладно. Сейчас, может, где-нибудь еще сделаю. Тут зачесы мои. Осенью посмотрим, кто-то подойдет или нет. Интересно будет. Понаблюдаем. Вот это да. На каждом повороте заторы, бля. Фу. Хотел перепрыгнуть, но капец сам вообще. О, блядь. Опа. Здесь что творится? Хотел там перепрыгнуть. Смотрю, бля, завис бы, а здесь вообще тупик. Надо эту елку спилить. Пихту. Фу, блин. И бензина у меня мало уже. Где-то вот тут спилить. Остальное потом. Сегодня у меня... О, бля, там елка идет. Застрянет. Ой, беда. Как он встанет, эта елка, блин. Стремительно идет. Ой, поперек станет. Да. И все, капец. Пока остановился,
Мне обратно здесь надо идти. Надеюсь, так простоит пару часов. Потому что у меня топлива нету дальше пилить. Вроде нормально. Пронесло вон там, повернуло. О, ништяк. Домой буду возвращаться, здесь я еще буду пилить. Да, проход сейчас есть. Хорошо встал. Как по заказу, блядь. Да. Понял, что у меня топлива сейчас минимум. Отлично. Капец, затор тоже будет здесь. Ё-моё, что происходит в этом году? Не успеваю пилить. Завал на завалено. Тут тоже вот, смотри. Тоже придется осенью пилить. Короче, ребят, я стукнулся об дерево именно видеокамерой. У меня крепление. Крепление, короче, хана. Вот засада. Не помню, запчасти у меня с собой есть, нету. Но сейчас в данный момент я не могу снимать на ходу вам ничего. Просто об дерево стукнулся и все. Бум-бах. Все разлетелось. Главное, камера вроде целая. Надеюсь, снимает. Если топлива хватит, сейчас где-нибудь здесь еще сделаю один солонец. Там я один уже сделал. Старый солонец еще добавил. И это уже получается третий на сегодня. И все, больше у меня соли нету. Одна штука еще осталась. Здесь вроде осина есть. Поищу где-нибудь. Ладно, пошел я, короче, сперва не подумал, так спилил. И слишком большой. Сейчас вот так оставлю. Фиг с ним, пускай будет. Если осенью кто подойдет, буду снимать, показывать. Понаблюдаем вместе. А так, бестолковое занятие, я думаю. Сколько лет я уже этим не занимался. Вот в прошлом году первый подход был и все. Вот так. Все на сегодня, ребят. Короче, я пошел обратно. Сейчас на лодку буду идти. Жалко, крепление сломалось. Ничего вам больше пока снимать не могу. Крепление куда я выкинул? В кармане или где оно? Здесь осин дофига. Нашел место. Там озеро. Возле озера. Редко где такие места у нас. Чтоб столько осин было. В общем, осенью покажу, как будет. Кто подойдет или нет. Я пошел. Время 16:47. Я только вернулся. Попил 2 стакана чая. Короче, вот. Крепление. Как бы сделал. А вот то, что сломалось. Капец. Разлетелись. Вот столько деталей. Просто я шел по тайге и в березу лбом. Просто вот. Ну, не лбом, а вот видеокамерой. Я не знаю, почему я не усмотрел все это. На лбу у меня было. И бах, прям объективом. Я не знаю, как дальше будет снимать, как со звуком. Но удар получил очень сильный.
Думал, разлетелась камера там. Ну, это поправимо. С Алиэкспресса я обязательно куплю запасные, чтобы были на... Как сказать, у меня дома есть какие-то детали, но в запас еще куплю, чтобы было. Вот, сейчас буду готовить еду. Я быстро подогрею кашу, консервы, перловую кашу. Просто умираю, как хочется кушать. У меня вообще ничего нету. Ну, суп доел. Надо сейчас уже думать ужин готовить. Сегодня вкусный ужин, между прочим, будет. Чуть позже покажу, какой ужин. А сейчас, наверное, затоплю печку, подогрею кашу, покушаю и дальше уже что-то буду делать. Ну и что я буду сегодня уже делать? Не знаю. В принципе, наверное, хватит. Ужин надо готовить. Ладно. Самое главное, крепление есть. Еще видеокамеру надо застраховать. А то, блин, так, если улетит в воду, то все, уже надо еще камеру как-то привязать к креплению, к резинке. Иначе удачи не видать. Хорошо, что я на берегу был. Он хрупкий. Этот пластик, он просто ломается. Очень хрупкий. Уже у меня не первый случай такой. Уже я с Алиэкспресса это я покупал. Потому что уже у меня ломалось. Вот. Солнце еще высоко. И прояснилось. Сейчас чуть позже тоже на улицу покажу вам. А сейчас буду топить печку. Зеленецкая каша. Перловая с курицей. Рисовая вкуснее. Прошлую банку, вот я одну банку только вот пробовал. Перловую. С небольшим привкусом. Но мяса достаточно тут. Мясо есть. Каша очень плотная. Твердая. Мухи появились всякие. Блин. Летают. Вот. На скорую руку, в общем, подогрею и покушаю. Потом уже ужин буду готовить. А сейчас я просто ничего не смогу сделать. До такой степени я голодный. Очень голодный. Пока бродил, так захотелось покушать. Все подогрелось. Вкусняшка. Вкусняшка. На растительном масле. Давайте попробуем. Горячий. Угу. Какой-то привкус все равно есть. Я думал, одна банка такая. Нет. Эта партия вся такая, наверное, попалась. Или так и делают, с таким привкусом. Какой-то странный привкус. Вот.
Ну, как бы там ни было, будем кушать. 10 градусов на улице. Ни одного облака нету. Заморозки, наверное, будут ночью. Вкусно. В общем, очень хочется кушать, я просто глотаю. Ладно, давайте чуть позже включусь. А сейчас я ем. Тулан. Тулан, не буду тебя любить, не буду. А? Тулан. 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 Хорошо тебе здесь. Смотрите, ни облачка нету. Солнце садится, вообще ни одного облачка нету. Нормально, да? Изменилась погода. Остатки каши есть. Сегодня уж добавлять не стану. Завтра я еще накормлю. И по-новому придется варить. Целую кастрюлю он съел. А шифер еще у меня. Остатки шифера раскидал вот тут 2 штуки. Вот это сейчас уберу. Точно. И там еще, наверное, 2 штуки. Вот это я сейчас соберу. Так, можно сегодня еще вот этот фронтон из этих досок там прибить, закрыть. Хотя бы половину. Под досками хотя открыто останется вот здесь немножко, чтобы вот снег туда не заходил. А так крыша шикарная получилась. Все нормально. Фу, бля, сейчас я вот смотрю на эти 2 бревна и... Блин, вот хорошо, что я по Насту приезжал и вот эти бревна туда ставил. Я бы сейчас, конечно, попотел. Как и, об этом уже говорил, но все равно. Вот каждый раз, когда вижу, ну, высоко, а по Насту вот там, как сказать, ну, я имею в виду, наполовину там легче поднимать. Да, вот этот шифер годный еще, этот, ну, кинул так, чтобы вот проткнулась такая, нет, он плашмя так лег и сломался. Так, сейчас еще покажу, что я буду готовить на ужин. Бля, все лень сегодня что-то мне. Ой. А на ужин, смотрите, щука, окунь. Вкусный ужин будет. Если кому интересно, откуда рыба, я купил. Вот эту рыбу я купил. Я же для некоторых не охотник, не рыбак. Рыбу не умею ловить. Птицу тоже я купил. А я покажу вам, как это рыбу жарить. Свежую рыбу. Именно свежая она. Еще сегодня, может, плавала. Вот. Добавляю растительное масло. Растительное масло. И добавляю соль. Больше ничего не добавляю. Никакого лука, никакой моркови. Ничего не надо добавлять в речную рыбу, свежевыловленную рыбу. Понятно, если морская рыба, она там 100 раз размороженная и перемороженная. А это свежая.
свежекупленная рыба. Научитесь покупать в тайге рыбу. И начните различать охотника, рыбака, который имеет 2 избы. С детства рыбачит, охотится, но научился покупать рыбу. Вот. Жалко, что многие этого не понимают. Не хочу, не буду доказывать. Все равно для некоторых бесполезно, не доходит. Сколько бы я ни показывал рыбалку, охоту, все равно видят одно. То, что хотят видеть. А я тоже, что хочу, то и показываю. Что я считаю нужным. Я купил рыбу, вот, пожалуйста. Сейчас будем жарить, ужинать. Не подумайте, что много насолил. Пересола не будет. Потому что соль не такой... бывает... Немножко посолишь. Мелкая соль такая бывает. Знаете, вот покупали где-то как-то в Магните. Пачковый такой, из картонки. Вот моя пачка как сода. Такая же вот. Мелкая-мелкая, как манка, еще меньше она. Вообще мелкая, как порошок. Как мука, блядь, действительно. Соль. И он такой соленый. Вообще жесть. А этот нормально. Или, может, уже срок годности тоже истек, потому что уже много здесь был. Ну, весна, лето, весна-осень я приезжаю, там, варю, там, и все. Одна банка там сколько уже. Раз в 2 года на эту консервную банку я трачу. Вот. Ну, пропитается все это. Соленым не станет. Но хреново, когда пересаливаешь. Это не очень приятно. Вот. А я кашу съел. И знаете, вот. И даже рыбы сейчас не надо. Но пройдет, конечно, час-два и захочется. Пускай будет, я пожарю. Может, кусок-два я съем еще сегодня. Но завтра я с утра уже знаю, что у меня на завтрак будет еда. А завтра снова, наверное, сварю какой-нибудь суп. Сварю суп. И завтра еще напряженный день. Завтра еще целый день. Но еще максимум 2 дня напряженных у меня будет. 2 дня еще есть для меня вот работа, как бы горит, надо сделать. А потом немножко можно расслабиться. И, возможно, даже если ничего не изменится, в моей жизни здесь, вот скажем, и в общем, еще дня 3, наверное, буду.
Ну вот и все. Немножко закрыл. Там оставлю. Ничего страшного в нем нету. Так все выглядит. Евро супер избу я делать не стану. Промысловая изба должна так и выглядеть. То, что вот, скажем, слишком перебор уже ухоженная там, ну, это не ко мне. Мне все лично нравится. Вот, сейчас я это еще уберу. Вот эти две чурки. Доски. И зимой посмотрю, если снег будет заходить, полностью закрою. Да не должно. Здесь такой пурги, метель нету. Вон, кругом лес, тайга защищает. Это дома вообще щели идет снег. Так, ну и рыба там, наверное, уже готова. Дозвонился до дома. Вчера никак не мог дозвониться. Сегодня дозвонился и, в принципе, предупредил, что еще дня 3 я буду здесь. Там уже после 3 дней уже будем смотреть, еще ночь или уже поехать. Хотя бы эти 3 дня еще тут побыть. Вот эти доски еще надо убрать. Может, вот это на амбар еще буду стелить. Те бревна, даже не знаю, что с ними делать, пока никаких мыслей нету. Пускай лежат, они, как сказать, на бревнах, не прикасаются к земле. Ну, вдруг где-то доска, если будет доска нужна, то могу спилить там. Есть и есть, хорошо, когда есть. Вот. А в остальном, наверное, на сегодня шабаш. Хватит. Что-то я сегодня устал. Вроде, ну, все равно. Что-то делаешь туда-сюда, и Тулан давно уже отдыхает. Никак я успокоиться не могу. Да, Тулан? Шифер убрал, все убрал. Остатки вот эти жестянки. Вот эти еще бруски надо убрать оттуда. Немножко подровнял, спилил там. Конечно, еще сантиметров 10 было бы лишнее. Я бы согнул жестянку, но нету. Напополам обрезал, и там лишних ничего не осталось. Так, ладно. Шабаш. Так, ну что тут? О, красота, ребят. Красота. Не с корочкой, а вот именно из рыбы, наверное, вышла вот эта жидкость. Ну, в общем, видите, люблю макать хлеб, вот эту жижу. Обалдеть, самое то. Ну вот, ребята. Вот она рыба. Сейчас попробую на соль. Ну и включился буквально на 2 минуты под лучом фонарика. Вчера, между прочим, намного темнее было. Вот какой-то вот день какой-то пасмурный был с облаками, и вечером вообще быстро стемнело. Ну-ка попробуем. Нежное мясо. Филе. Вообще идеально. Даже, думаю, соль скатилась вниз. Вот верхний слой рыбы даже немножко недосол. Сейчас в воду надо попробовать. Да, не досолил еще.
и вода недосол. Как сказать, как будто много насолила, вот, видите. Я говорю, это соль не соленый. Горячий. Пусть подостынет. Рыба. Я люблю рыбу холодную есть. Утром вот это все как будто, как же, получится как студень. И намного вкуснее. А горячая рыба не так. Лучше пускай подостынет. 7 часов вечера. 28 мая, 7 часов. Ну что сказать, день прошел быстро-быстро. Как будто вот уже пораньше стало 5 часов. А сделать не так много сделал. Но все равно, что получилось, получилось. Насчет солонца, ребят, я вам показал, сделал, но это бестолковое занятие. Вот это в этом году я еще сделал. Прошлой осенью я 3 соли покупал по 5 килограммов. Вот это соль в Сыктывкаре продают. Лизун так называемый. Но даже топором рубишь, и он твердый. Если никаких подходов не будет, я вообще завязываю с этим делом. Солью. Сколько раз уже я привозил эту соль. Вот первое корыто я что показывал. Там тоже лизун был. Это долго держалось, между прочим, года 3, наверное. И вот в прошлом году уже там, можно сказать, соли не было. Но вот эта древесина она пропитана солью. И вот немножко там пригубили. Немножко чуть-чуть. А интересно, просто вот в интернете насмотришься, вот солонцы делают люди, и фотоловушку ставят, там показывают, и вот тоже вот, в принципе, хочется посмотреть, интересно, вот подойдет, не подойдет, это если зверь, скажем, животное, вот, скажем, лошадь или еще какие-то живность будет подходить, я обязательно фотоловушку поставлю и понаблюдаем за этим. Это мне интересно. Везде ногти цепляются. Ой. А в остальном все. Крушу закончил на избе. Завтра уже другими делами будем заниматься. Переночую, подумаю, что сделать. Вот. Встретимся уже завтра. До завтра, в общем. И отдыхать. Погода вроде налаживается. Самое главное, дождя, чтобы не было. А там уже заморозки, не заморозки, без разницы. Насчет боровой птицы уже на гнезде или нет, я толком не могу сказать. Вот во дворе еще возле избы снег лежит. Черника еще не цветет. Лед только-только с озер начала таять. Ну, здесь возле избы на озере, или как там, не осталось льда. Вот все уже растаяло. Ну, быстро. Вот. Все так. По ходу жизни буду снимать, показывать, рассказывать. Домой поедем куда-нибудь, снова фотоловушку поставлю. Здесь не оставлю, все заберу. И третью фотоловушку я тоже поставил вчера. Точно забыл сказать. Там в сторону этого, как сказать, лодки. Все это я заберу, когда буду ехать. И уже возле дома куда-нибудь поставлю. Ладно, ребят, все, давайте я ужинать. Пока. Ждите продолжения, главное. Не спешите отписываться.
Вкусно.